В День Республики Башкортостан собирает своих друзей. И один из них сегодня у нас в студии. Здравствуйте. Александр Карелин, человек, который не нуждается в представлении, но тем не менее сенатор Российской Федерации, трехкратный олимпийский чемпион. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Оля. На церемонии награждения сегодня вы сказали о том, что день рождения у республики, а награждают меня. Неожиданная была награда? Неожиданная и не могу сказать, что менее приятная, волнующая, но именно неожиданная. Я не предполагал, что давняя добрая дружба и с Ради Фаритовичем, и вообще с борцами Башкирии приведет к тому, что она будет как-то отмечена. И отмечена в столь значимый день для республики и столь высокой наградой. Поэтому я всегда считал, что здесь мне радостно и приятно, потому что здесь большие традиции в борьбе. О традициях борцовских в Башкортостане еще поговорим. Одно из главных событий, которое прошло в дни празднования республики, это Совет по физкультуре и спорту при главе региона. И прошел он во Дворце борьбы, в котором, когда он достроен окончательно, вы были впервые. Какие впечатления? Уникальные возможности. Я иногда тщательно отношусь к словам, но в случае с Дворцом борьбы именно в трактовке Башкортостана, в претензии, с которой он построен, в зале, в котором сегодня проходил Совет. Я не первый раз участвую в работе Совета. Я уже участвовал, это, наверное, 5-й раз. Большой был перерыв, но в этом вместилище, при том, что мы еще имели возможность потом перейти в другие аудитории, не меняя обстановки, провели там сессию нашего проекта «Выбор сильных». Параллельно в 3 залах шли мастер-классы наших маститых атлетов. И все это под одной крышей. Ну и, конечно же, не только ведомость отделочная, но и сама претензия, логистика, наполнение зала, доступность. Я говорю сейчас о лестницах, лифтах, о подъездах, о площади, которая... Ну и, наверное, еще об одном обстоятельстве должен сказать. Впечатление производит. Производит впечатление не только коммутация, но и набор тем. Я просто вижу, как меняется повестка Совета. Сегодня одним добрым словом «Алга» Ради Фаритович запустил и открыл жизнь 12 площадок для сдачи ГТО, не только в республиканском центре. Я считаю, что это лучшие подарки. Лучшие подарки, но и, наверное, еще об одном скажу, что во Дворце борьбы для меня, как для борца, очень важно, что претензия к нашей многовековой истории, я сейчас говорю о виде жизни, о борьбе непосредственно, она отражена на фасаде. Очень красиво, монументально. И здесь для меня это очень лестное совпадение, что мне удалось в этом участвовать. И все это еще и происходит в День Республики, в день рождения Башкортостана, и мне выпадает такая возможность. Я сказал о том, что день рождения у республики, а подарки достаются. Подарки достаются мне, хотя нужно поздравлять, конечно же, всех жителей, руководство и, о чем я сегодня сказал на Совете, ветеранов. Традиции, которые здесь заложены, они еще даже не до конца описаны. Они очень большие, очень значимые и имеют огромные перспективы для продолжения. Кого вспомните из башкирских борцов? Может быть, с кем-то встречались? Для меня, конечно, это труднопреодолимый Александр Серафимович Гладков, светлая ему память. Человек удивительный, сложных таких телесных конституций, но он доставал настолько выносливый, что не только печень, но и селезенку и все остальные органы мог разложить для препарирования дальнейшего. Очень темповой, со специфичной техникой, но он как раз последователь утверждений, который создавал здесь, на замечательной земле Башкирии, Владимир Алексеевич Борман, царство ему небесное, заслуженный тренер СССР. И это та плеяда. Братья Баталовы, братья Борман, и Алексей, и чуть позже Володя, и многие другие. Но для меня это Александр Серафимович Гладков. Он, по-моему, 15 раз был призером чемпионата Советского Союза. То есть такой железный зачетник. Знаете, я бы сказал, синоним неудобности в борьбе. Это про него. Я считал, что все, кто борется за Башкирию в советском учете, они все такие неудобные. Александр Александрович, вы с Ради Фаритовичем примерно в одной возрастной категории, если говорить именно о спорте, никогда не приходилось вам встречаться на ковре?
На ковре как соперники нет, потому что у нас есть дисциплинирующее определение, которое называется весовые категории. По возрасту мы могли встречаться, возрастные совпадают, но вот весовых нет. И даже примерно одинаковый рост не дает нам возможности конкурировать на ковре, потому что у нас все-таки не баскетбол. У нас все-таки вес определяет возможности, но скажу, в чем мы с ним не соревнуемся, но придерживаемся одинакового утверждения. Это отношение к тренеру и признание роли тренера в своей судьбе, в судьбе каждого из нас. Я вижу, как он относится к Александру Николаевичу. Не буду скрывать, что именно так же я отношусь к Виктору Михайловичу Кузнецову. И вот здесь у нас, так скажем, даже не состояние ровесников, а родственников. Потому что я также считаю, что я бы сейчас не был вам интересен, если бы не след Виктора Михайловича Кузнецова в моей жизни, в моей судьбе, в моих результатах, в моем сегодняшнем состоянии. Именно так Ради Фадитович относится к своему наставнику. Если говорить о современной школе борьбы, что бы вы сказали? Есть ли ребята молодые, которые могут равняться на тех, кто был в прошлом? Равняться. Они могут создавать примеры. Я здесь должен вам возразить. Они могут создавать примеры. Они должны сотрясать устои в хорошем смысле. Не дурными примерами, не нарушением режима, а именно своей претензией к победам. Здесь, в Башкортостане, должен сказать, что если есть дворец борьбы с таким количеством залов, с залом, где можно заполнив антресоли и придвинув по мосту максимально провести планетарные чемпионаты, здесь есть все перспективы. Но самое главное, что это относится не только к республиканскому центру. Во всех городах, да и в селах, тренеры по борьбе – это такая категория и участие в жизни очень востребованное. Приглашают, дают возможности, дарят ковры и за счет бюджета. И это большая, замечательная программа. И программа, которая летает сегодня по всей стране, это сельский тренер. И началось это как раз с опытной экспериментальной базы под названием «Тренер по борьбе» в районных центрах, а потом и в селах Башкирии. Поэтому в городах воспитанники того же октябрьского феномена Венер Калимович Гайнуллин. И сейчас пришли молодые тренеры, поэтому все перспективы на примере Башкирии у нас есть. Они сохранены, у нас есть свои специфические вопросы внутри Федерации спортивной борьбы, то, что касается критериев сборной команды. Но во всем остальном и широта географии демонстрирует такой же подход тщательный и не имеющий мелочей к преподаванию борьбы у нас и в Новосибирской области, для меня родной и любимой, и, конечно же, и Русский Кавказ, Ростовская область, Ставропольский край, Русский Дальний Восток. Очень хороши у нас вольники в Якутии. С одной стороны, это традиционно, с другой стороны, это не прерывается, потому что молодые ребята, и каждый из них стремится попасть в сборную команду, чтобы уже в составе сборной прославлять не только национальную команду, но и каждый свой субъект. Александр Александрович, вы достаточно давно не были в Уфе, а у нас здесь проходил форум «Россия. Спортивная держава», и появились очень крупные спортивные объекты. Насколько изменилась Уфа? Уфа изменилась в лучшую сторону, наряднее стало, больше фонариков появилось. Я говорю об этом как пешеход, который любит гулять. Ну, правда, в неурочное время, потому что в урочное не удается, никого не задев, пройти по улице. Появились замечательные возможности в таких правильных видах спорта, например, как гребной слалом. Сложнейшее гидротехническое сооружение, но сегодня это уже в обороте находится. И гимнастический центр, и манеж. Уфа меняется. Уфа меняется умонастроение. Я вижу, как очень многие представители других субъектов едут сюда со своими детьми, то есть и приглашенные специалисты, которые работают здесь, на этих новых технических возможностях спортивных комплексов, они делятся щедро с теми, кто завтра займет это место, но уже с определением местный тренер, местный наставник. Уфа меняется. Меняется очевидно, и претензии приводят к тому, что, я так понимаю, вы будете, отгуляете День Республики, и уже в декабре будете принимать спартакиаду зимнюю СНГ для ребят с особенностями развития.
уже подтвердились 5 государств, больше 1500 участников. Это очень сложная по организации, но очень важная, в том числе с гуманистической точки зрения, даже не назову это событием или мероприятием, явление. Поэтому Уфа меняется в сторону гостеприимства и становится более такой, я бы сказал, торжественной. Я сейчас говорю как гость. От архитектурной подсветки до персонального состава. Я вот смотрю, кто работает у вас в Министерстве спорта. Появилось очень много молодых, талантливых, ярких специалистов, которые не несут на себе печать состоявшихся чиновников спортивных, но вот этот вот задор замечательный они прямо предлагают. И это тоже, очевидно, влияет на восприятие и Башкирии, и его столицы в целом. А вам удалось сохранить этот задор? Ну, я же подтверждаю свои пристрастия к борцовским проявлениям тем, что участвую уже в состязаниях, которые называются выборы. Конечно, удалось. Я понимаю, что уважение к сопернику, выбор манеры проведения поединков – это очень важно. Это важно для того, чтобы не разочаровать публику. В моем случае не разочаровать избирателей, которые в эти периоды становятся экзаменаторами. И то, что победа должна быть честной, и борьба должна быть категорически, кристально честной с точки зрения применяемых методов, а самое главное – судейства. И вот здесь почетность каждой победы, она сохранилась для меня, сохранила свое звучание, сохранила значение. И несмотря на то, что я еще и тренируюсь, несмотря на то, что галстук ношу привычно бойко, но когда рамка хороша, то и галстук повязать намного проще. Александр Александрович, еще вопрос такой, именно касающийся российского спорта. Когда отлучили российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, вот тогда мы все начали говорить о том, что ничего страшного, мы обратим внимание внутри страны. Сейчас, как вы думаете, это как-то повлияло на развитие спорта у нас в стране? Конечно. Нам еще нужно сделать полшага, но для этого не обязательно сохранять на себе изнуряющие санкционные применения. Мы сейчас должны подтянуть историю с детским тренером. Вот. Во всем остальном мы готовы вернуться к мировой конкуренции. Вы знаете, что даже в уязвленном состоянии, когда нас лишают символов государственности, флага, гимна, герба, но тем не менее своими именами, своими фамилиями ребята украшают уже международные пьедесталы. И такие деятельные федерации, как Федерация дзюдо, Федерация спортивной борьбы, Федерация самбо, которые объединены нашим партийным проектом «Единая Россия» и «Выбор сильных», они уже сегодня претендуют на лидерство. Поэтому подтянем внутри, мы вернемся. Лучше всех на ваш вопрос, Роза, знаете, кто ответил? Корейцы, когда проводили зимние игры в Пхенчанге. Они сказали, когда была попытка дерзкая нас снять с пробега, они сказали, что без русского представительства Олимпиада не будет такой зрелищной и манящей, привлекательной для болельщиков, взыскательных и для прессы. Александр Александрович, спасибо огромное, что нашли время, пришли сегодня к нам в студию. Мы приглашаем вас почаще бывать у нас в Уфе, в Республике Башкортостан в целом, и у нас в студии. Спасибо вам большое за приглашение, во-первых, за традиционно сохраненный интерес не только к спорту, но и к борцам, особенно в моем лице в том числе. Я прошу вас принять поздравления с днем рождения республики. Вот, в вашем лице для всех жителей Башкортостана, для каждого из тех, кто гордится, живет и делает все, чтобы Башкортостан в составе нашей удивительной страны процветал и являлся таким правильным, деятельным участником нашего процветания. Спасибо огромное. Спасибо вам. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.